Так ловко пройти полосу препятствий сможет не каждый. Но для Хамзата и Тамерлана это совсем не сложно. Здесь, в стенах родной школы, в станице Гребенская, старшеклассники осваивают азы военного дела. Кабинет ОБЖ. Уже другие ученики внимательно ловят каждое слово Салади Зелимханова. Бывшему капитану запаса внутренних войск есть что рассказать. Как пользоваться саперной лопатой, как ориентироваться на местности во время учений. Опытный педагог учит старшеклассников основам безопасности. Компас реально предназначен для того, чтобы люди определяли сторону горизонта и определяли маршруты своего выбегания. Когда был объявлен конкурс на участие в республиканском масштабе, я немного растерялся. Почему? Потому что сейчас молодые, наверное, более, думаю, проворнее, более опытные, и у них много материала наберется. И все-таки решил принять участие сначала в районном конкурсе, и волею Всевышнего на районном конкурсе моя школа была отмечена как лучшая. Смотр-конкурс на лучшее оснащение кабинетов по предметам основы безопасности и жизнедеятельности стартовал в ноябре. Его главная цель – повысить уровень подготовки школьников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, конкурс должен был помочь оценить учебно-материальную базу школ республики по курсу «Основы безопасности». На первом этапе районные и городские комиссии выбирали по одному классу в каждом из городских округов и муниципальных районов. На втором этапе среди отобранных классов комиссия определяла лучших из лучших. Кабинет ОБЖ общеобразовательной школы селения Чернокозово относится именно к таким. Прочитав положение о республиканском конкурсе кабинетов ОБЖ, я попробовала участвовать в этом конкурсе. Для этого я пересмотрела все наглядности свои, весь подручный материал, весь учебный материал. То, что использую на уроке для подготовки детей по основам военной подготовки. Женщина-педагог в наших школах – дело привычное. Другое дело, если речь идет об учителе ОБЖ. Однако профессиональная компетенция Татьяны Афанасьевны не подлежит никаким сомнениям. Это смело подтвердят ее коллеги и многочисленные подопечные. Проводим сейчас практическую работу по оказанию первой доврачебной помощи медицинской пострадавшему при отравлении химическими веществами и переноске пострадавшего к скорой помощи. По правилам безопасного поведения при пожарах провожу всегда эвакуацию из здания школы по сигналу, речевое сообщение, либо по звонку. Дети знают, что нужно делать. Есть у нас невоенизированные формирования, состоящие из команды учителей и команды учащихся, которые знают свои обязанности и по тревожному сигналу всегда находятся на своем месте. Обучаю их как одевать противогаз на себя, пребывать в противогазе, переносить пострадавших в противогазах на носилках и различными способами, используя подручные материалы. Дети наши изучают способы оказания первой медицинской помощи и при переломе, и как оказать первую помощь при кровотечениях, и как оказать помощь при сердечном приступе. На уроках по основам военных знаний они изучают и присягу, и форму воинскую, знаки различия, ордена, медали.
Средняя общеобразовательная школа станицы Гребенская. Хамзат Улубаев вместе с товарищами по классу внимательно слушает учителя. В том, что он будет военным, парень уже не сомневается. Все, что необходимо для хорошего результата, у него есть. Отличный педагог и сильное желание. Недавно я видел репортаж, в котором показывали двух наших военных. Одному из них 20 лет. Мне сейчас 16 лет, и я не понимаю, как он добился такого результата к 20 годам. Я сам хочу стать военным, защищать свою родину. Не знаю как, но я этого добьюсь. Жизнь диктует свои правила. Государству нужны здоровые, смелые, инициативные и дисциплинированные люди, которые готовы учиться, работать на его благо и в случае необходимости встать на его защиту. Готовы ли старшеклассники Гребенской школы к столь ответственной миссии, покажет время. А сейчас ребята с удовольствием изучают теорию и практику военного дела. Полоса препятствий – это малая часть того, что мы проходим в школе. Мы также выезжаем за пределы нашей станицы, со школы, в части. Были в части Шелковской, Министерства внутренних дел, и в Наурском районе части Министерства обороны. Они показали нам, как они живут, свое вооружение. Их порядок, их регламент вызывает только уважение. Военно-патриотическое воспитание школьников всеми доступными способами вооружает юного гражданина важнейшими морально-психологическими качествами. Они необходимы как будущему защитнику Родины, так и вполне мирному человеку. Ведь смелость, твердость характера и физическая выносливость необходимы каждому, вне зависимости от рода деятельности – и врачам, и инженерам, и, конечно, военным. И очень много наших выпускников поступают именно в военные учебные высшие заведения. Вот у нас есть кандидат юридических наук. Это наш выпускник нашей школы Эльмурзаев Муслим Мусаевич. Вот. Он работает сейчас во Владимире. И когда приезжает, всегда приходит в школу и делится своими впечатлениями ребятам, проводит подготавливает их к профессии. Ну и на основании всего этого оформила кабинет, сделала стенд по основам военных знаний, сделала стенд о правилах дорожного движения, по гражданской обороне. Это все идет в учебном материале. И, конечно, еще новыми технологиями пользуемся. Дети сейчас умеют делать синквейны, умеют делать проекты. И у нас сейчас запланирован проект по основам военных знаний. Это мы будем делать на зимних каникулах с ними. Немало работы предстоит и Салади Зелимханову. Мудрый учитель точно знает, какие направления в обучении нужно развивать и что для этого необходимо. Для более успешной работы мне не хватает медицинского оборудования. Хотя санитарные носилки и некоторые элементы у меня есть, но полного перечня нет. И достать вот этот материал мы в школе пока не в состоянии. Один Гоша очень дорого стоит. Это тренажер, на котором мальчики и девочки отрабатывают способы оказания первой помощи, способы оказания первой помощи при остановке сердца, при остановке дыхания. Вот я бы очень хотел, чтобы у меня появился этот Гоша. По итогам конкурса средней общеобразовательной школы Наурского, Шатойского и Шелковского районов уверенно заняли призовые места, оставив неудел городские школы республики. Последним теперь есть на кого равняться. Подопечные Салади Зелимханова стали абсолютными победителями, значительно опередив соперников из школы селения Вашендарой Шатойского района.
И снова урок, выпускной класс. Соловей в очередной раз напоминает ребятам о серьезном выборе, который им вскоре предстоит. Учитель не знает, какие профессии выберут его ученики, но уверен в одном – за тех из них, кто выберет судьбу военного, ему не придется краснеть. Хочется сказать вам, что не каждый из нас с вами станет военным, и не каждый наденет эту военную форму. Но тем не менее, если вы будете такими, какими были вы передо мной на протяжении всего этого времени, я очень буду гордиться вами, школа будет гордиться вами, республика будет гордиться вами. Мне очень хочется вот в преддверии большого, как говорится, шага в большую взрослую жизнь, чтобы кто-то из вас действительно стал на защиту нашей необъятной Родины Российской Федерации.